Плитка ПВХ – прекрасный материал, который обладает большим количеством текстур и при этом действительно очень практично. Доброе утро, меня зовут Дмитрий Военков. Сегодня мы расскажем о том, как ее укладывать и эксплуатировать. Ключевое требование для укладки плитки ПВХ – это ровная поверхность. Перепад не должен превышать 2 мм на 1 метр квадратный. Существует два вида плитки. Одна укладывается в замок, как стандартный ламинат. Другая укладывается в стык и на клей. Именно этот вариант действительно прост, поэтому его может освоить даже непрофессионал. Достаточно иметь баночку клея и специальный шпатель. На идеально ровную поверхность при помощи шпателя наносится клей тонким слоем. Дальше мы просто укладываем плитку. Хочу обратить ваше внимание, так как она имеет идеально ровную геометрию, то мы не получим швов и стыков. После того, как плитка уложена, мы должны пройтись специальным прижимным валиком. Уже через 3 часа по плитке можно будет ходить, а через сутки на нее можно будет поставить мебель. Если перед вами стоит задача выделить стык между двух коллекций, можно использовать специальную декоративную вставку. Она просто вставляется между двумя элементами. Если вы хотите создать эффект палубной доски, вы можете состыковать две плитки таким образом, а декоративный элемент использовать на всю длину необходимого размера. Помимо обычного клея, вы можете использовать специальный с эффектом двухстороннего скотча. В этом случае вы сможете всегда демонтировать и не повредить вашу плитку ПВХ. Такое решение хорошо подойдет, если вы часто переезжаете или, например, у вас система фальш-пола. Еще раз хочется отметить идеальную геометрию плитки. Именно она упрощает процесс укладки и позволяет ее использовать во влажных помещениях. Давайте проведем простой эксперимент. Мы возьмем лист бумаги и уложим его под две плитки. Плотно соединим и даже не используя никакого клея, просто прольем на плитку воду. Вытираем существующую воду, разнимаем два элемента и видим, что лист абсолютно сухой. Плитка ПВХ весьма неприхотлива в уходе. Можно использовать любую бытовую химию и даже абразивные средства. При этом она еще и ремонтно пригодна. Вам не придется снимать весь пол, если вдруг что-то случится с одной плиткой, достаточно только заменить этот элемент.